Мое любимое дитя, я хочу, чтобы ты знал, я обращаюсь прямо к твоему сердцу. Вам не нужно беспокоиться о невыполнимых задачах, потому что я позабочусь о них. Подобно тому, как ветры и бури подчиняются моему повелению, так и бури сомнений в вашем сердце обретут покой. Приди ко мне сейчас, и я принесу тебе отдых, который ты ищешь. Я успокою беспокойные мысли и страхи, беспокоящие ваш разум. Я желаю мира в твои дни и спокойствия в твои ночи. Вы безмерно благословленны, но иногда вы упускаете из виду эти благословения, придавая большее значение страхам, которые никогда не сбудутся, или людям, которые не имеют над вами реальной власти. Я призываю вас сохранять спокойствие и не обращать внимания на новости, сплетни или угрозы со стороны других. Ибо я тот, кто держит вашу судьбу в своих руках, даже если тысячи восстанут против вас, даже если вы столкнетесь с последствиями своих собственных ошибок, не бойтесь. Ты мой любимый ребенок, и я защищу тебя от бед. Даже посреди хаоса, когда окружающие теряют надежду, будь сильным и бесстрашным, ведь я никогда не оставлю тебя. Это глубокое свидетельство моей любви к тебе. Я говорю с вами прямо сейчас, проникая в ваше сердце и обращаясь к сомнениям, которые так долго беспокоили ваш разум. Я люблю тебя, и я показываю это тебе в этот самый момент. Я удаляю шрамы, которые другие оставили на тебе, боль, которую ты перенес от их рук. Но знай, все, через что тебе пришлось пройти, не было напрасным. Сегодня у вас есть сила, мудрость и зрелость, чтобы слушать и вставать на защиту тех, кого вы любите. Ваше время освобождения пришло. Теперь ты готов быть сосудом моей любви, неся мой свет тем, кто находится во тьме. Однако ваши враги знают о вашем потенциале, поэтому они стремятся создать проблемы и украсть ваш покой. Если вы позволите им нарушить ваш сон или если вы потеряете веру и впадете в страх, тревога может снова одолеть вас. Но помни эту истину: моя любовь к тебе безмерна, мое милосердие безгранично, и мой Святой Дух не допустит, чтобы тебе причинили вред. Так верь, что даже если ты споткнешься и упадешь, я подниму тебя. Не думай ни на мгновение, что я отвел от тебя свой взор. Если ты наткнешься на сети врагов твоих, я спасу тебя. Если ваша вера пошатнется и ваше сердце наполнится негативом, я продолжу бороться за вас, очищая вашу душу своим словом. Я не позволю никому увести тебя от моей любви, будь то мечи или ножи, нужда или болезнь, конфликты или опасности. Ибо во всем этом ты уже победитель. Ты отвернулся от зла и отдал мне свое сердце, открыто исповедуя свою веру в меня как в своего Спасителя и Защитника. Ваша преданность непоколебима, в отличие от тех, кто жалуется и отвергает меня, когда сталкивается с проблемами, безрассудно выражая свое разочарование. Они игнорируют мою любовь, но я продолжаю любить их и никогда не успокаиваюсь. Я призываю вас дистанцироваться от нечестивцев и продолжать молиться за них.
Не позволяйте их презрению к моему слову повлиять на вас. Двигайтесь вперед, упорствуйте, не оставайтесь там, где вы находитесь сегодня. Я благословляю тебя невероятной силой. Уверенно идите вперед, сталкиваясь с врагами и проблемами, которые встретятся на вашем пути. Ты вырос, ты храбрый среди храбрых, чемпион среди чемпионов. Начинайте каждое утро с воспламенения вашей веры моим словом, представляя мне свою веру и просьбы. Помните, для меня нет ничего невозможного. Я рядом с тобой, готов помочь тебе во всем. Сохраняйте самообладание и наслаждайтесь моим покоем, ведь вы вступаете в сверхъестественную жизнь. Приходите, я звоню вам. Твое место здесь, в моем присутствии. Когда вы преклоните колени и помолитесь с верой, благоговением и уважением, мои армии придут вам на помощь. Сегодня я приказываю вам сохранять спокойствие. Не позволяй сердцу твоему тревожиться. Найдите утешение в любящих объятиях, которые окутывают вас. Скажи мне, что ты получил это, потому что я решил благословить тебя. Ты позвал меня, и я отвечу. Ваша жизнь вот-вот изменится, поверьте. Я даю тебе новое сердце, и те, кто знает тебя, будут поражены и получат неожиданную помощь. Будьте благодарны, ведь перед вами откроются многие двери благословений и новых возможностей. Поверьте в эти слова и поделитесь ими. Никогда не забывайте молиться, говорить со мной просто. Просто закройте глаза и скажите: «Господь, Ты мне нужен, и я буду рядом с Тобой». Верьте, ибо истина в том, что мое присутствие никогда не покинет вас, если вы не отвернитесь от моей благодати или не отвергнете благословения, которые я дарую вам. Во времена смятения не открывайте свое сердце ложным учениям. Не позволяйте ненависти проникнуть в ваше сердце и не присоединяйтесь к плохим отзывам о тех, кто не причинил вам никакого вреда и не является вашими врагами. Не верьте всему, что видите, слышите или читаете. Если кто-то говорит плохо о другом, не спешите ему верить. Не попадайтесь в ловушку, расставленную противником. Мои глаза ищут искренние, верные и верные сердца, которые любят меня и уважают мои законы. Я воспитываю вас, чтобы вдохновлять других, возвышать свою семью и делиться этими божественными словами, а не участвовать в грехах других. Я искренне прошу, если вы из-за беспокойства не понимаете моих слов, уделите немного времени и послушайте еще раз, слушайте все мои сообщения. Я желаю, чтобы ваше сердце восприняло этот сигнал, который я вам послал. Много раз ты просил мира и спокойствия, и я дарую их тебе. Но храни мои слова в своем сердце и помни их, когда враг, подобно рыкающему льву, захочет сожрать тебя и бросить вызов твоей вере. Мой голос, ваш проводник, ваш дух принимает его. Мое слово освещает твой путь и дает силы победить любую ситуацию. Ни один враг не причинит тебе вреда, если ты будешь оставаться бдительным с моим словом на своих устах и в своих мыслях день и ночь.
Когда нечестивцы выступят против тебя, не бойся. Я дам тебе силы, и, произнеся эти слова с верой, все злодеи побегут. Ваш дом будет свободен от страданий, нужды и болезней. Никто не устоит против тебя, ибо мое слово – щит для твоей семьи. Я хочу видеть твое сердце пылающим, твои глаза широко открытыми и твой разум пробужденным. Вы должны быть готовы принять многочисленные благословения и идеи. Пришло время завоевывать новые территории, чтобы пожинать плоды своих жертв и усилий. Ничто из того, что вы испытали, не было напрасным. Все в вашей жизни работает вам на благо. В своем доме, в своей семье вы станете свидетелем великих чудес и поймете цель, которую я имею для каждого из вас. Я призываю вас уважать всех, не принижать никого, независимо от возраста, статуса и прошлых ошибок. Не судите тех, кого я простил. Поддерживайте и помогайте расти тем, кого вы любите. Поступая так, я благословлю вас еще больше, потому что я желаю излить благословение на других через вас. Реки живой воды потекут из вашего сердца к тем, кого вы встретите на своем пути. Через вас они переживут чудеса, чудеса и исцеления. В вашей улыбке они найдут надежду, которую ищут. И даже те, кто не последует за мной, поймут, что я реален и правдив. Подобно тому, как я оказал милость вам, я продлю ее на всех, кто отвернется от зла и придет ко мне с искренним сердцем. Сегодня я осыпаю тебя любовью, рассеиваю темные тучи отчаяния и покрываю тебя тенью своей благодати. Выйдите из дома, посмотрите на небо, поднимите руки и заявите миру, что я ваш пастырь, ваш кормилец и что вы всем сердцем доверяете мне. Следуя моим словам преданно до конца, сделайте это сейчас. Получите это исцеляющее помазание, почувствуйте силу, которую я вам даю, и не бойтесь и не утомляйтесь. Продолжайте двигаться вперед, делясь моим словом, и храните в своем сердце благодарность за все благословения, которые я вам дарю. Скажите мне, что вы принимаете их с любовью. Я вижу, как ты борешься, не можешь заснуть, а мысли проносятся в твоей голове. Знайте, что вам не нужно бояться, потому что я здесь с вами, рассеивая тени вашего прошлого, освобождая от бремени ваших грехов и залечивая оставшиеся раны. Цепи, которые когда-то связывали вас, теперь навсегда разорваны. Смотри в будущее с верой, потому что я всегда рядом с тобой и никогда не оставлю тебя. Прими мою истину, ибо я люблю тебя так глубоко, что принес себя в жертву на кресте и воскрес с силой, чтобы ты мог иметь вечную жизнь. Доверьтесь моим обещаниям. Я направлю тебя на правильный путь и закрою двери, ведущие к заблуждению. Приблизьтесь ко мне с непоколебимой верой, и, уверяю вас, моя благодать будет дарована вам. Вы никогда не одиноки и не растеряны. Я на расстоянии одной молитвы. С уверенностью ждите благословений, которые вы ищете, но еще не получили. Знайте, что скоро вы будете держать их в своих руках.
Примите мое слово и поверьте. Воззовите ко мне от всего сердца, и я отвечу. Я укреплю твой дух, чтобы жизненные бури больше не могли легко поколебать тебя. Вы будете стоять твердо, не боясь лжи, ложных новостей, оскорблений и пустых угроз. Если я вам скажу, вы поверите. Ты не слабый, ты сильный. Освободитесь из тюрем, которые построили для вас другие. Освободите вину за прощенные грехи, очистите свой разум от ненужных конфликтов и не позволяйте негативным эмоциям пустить корни. Отпустите обиду и простите тех, кто причинил вам боль. Не зацикливайтесь на прошлом. Ваше будущее в моих руках. Я гарантирую, что выбранная вами цель будет достигнута. В твоей жизни произойдут чудеса, и твоя семья тоже будет греться в моей любви. Ваш дом защищен могущественной кровью, простившей ваши грехи. Доверься мне, открой рот, и я обеспечу. Я подкреплю тебя пищей, как медом из скалы, и насыщу тебя лучшей пшеницей. Мои обещания текут к вам ежедневно, и я всегда готов дать вам больше. Наполните себя этими словами, которые приносят мир. Рассвети щит, который охраняет тебя от нападок зла. Пусть ваша семья получит мои обещания, и пусть они почувствуют красоту благодати, окутывающую их сердце, приносящую им мир изо дня в день. Я совершу чудесные подвиги, которые могут показаться вам невозможными. Я подарю здоровье, обеспечение, свободу и процветание вашим близким. Кто еще может подарить вам эту сверхъестественную радость? Кто еще понимает ваши мысли и знает ваши истинные потребности? Кто еще сможет наполнить вас этой целительной любовью и нежным спокойствием? Разве не я отдал свою жизнь на кресте и воскрес, чтобы даровать тебе спасение? Я автор ваших дней, архитектор вашей судьбы и будущего. Ничто не находится за пределами моей досягаемости. Многие слушают ложь мира, полагая, что я не люблю их и хочу их наказать. Но я говорю о своей любви, а они сомневаются. Они предпочитают ложные представления, которые держат их в плену разочарования. Но ты, мое дорогое дитя, слышишь меня сейчас, и это означает великие и чудесные события для тебя и твоей семьи. Могучие и чудесные благословения уже не за горами, и я хочу, чтобы вы поверили в эту чудесную любовь. Нежный и доброжелательный, терпеливый и понимающий, никогда не гневающийся, никогда не записывающий обиды, радующийся истине. Держитесь этой вечной любви, которая всему верит, всего надеется и все переносит. Крепко держитесь этой любви, которая никогда не перестает, ибо это венец сверхъестественных благословений, уже дарованных вам. Любовь, надежда и вера. Из этих трех величайшая – это любовь, и я подарю ее тебе навечно. Примите это и напишите своей рукой: «Я принимаю это». Каждое утро вставайте с решимостью и верой, ибо это приносит радость моему сердцу. Не поддавайтесь жизненным трудностям, ведь вас нелегко разочаровать.
ты сильный. Отрази меня глубоко в своем сердце. Внутри вас живет горячее желание поступать правильно, помогать и служить. Ваша конечная цель – сохранить единство и гармонию вашей семьи и встречать каждый день моими благословениями с первыми лучами рассвета. Я призываю вас продолжать в том же духе, никогда не теряя веры. Ваш образ жизни – это не только отражение вас самих, но и форма поклонения и восхваления мне. Ты добрая душа, и твои действия находят отклик у меня, возвеличивая мое имя. Я хочу, чтобы больше людей увидели такого человека, как ты, человека непоколебимой веры, который искренне любит меня. Я очень восхищаюсь вами, ибо вы выдержали жизненные бури, не отвечая ненавистью или обидой на тех ложных друзей, которые причиняли вам вред и украли материальные блага. Возможно, они забрали осязаемые вещи, но им никогда не удавалось украсть самое ценное – вашу веру, преданность делу и непоколебимое стремление следовать моей воле, что бы ни случилось. Ты мой любимый ребенок, и в этом нет сомнений. Слово, которое я посеял внутри вас, принесло обильный плод, и вас еще ждет много благословений и даров. Впереди великолепное будущее, так что будьте уверены в моей поддержке в любых обстоятельствах. Ты можешь с уверенностью приблизиться ко мне и излить свое сердце у моего алтаря в любой нужде, даже когда тебя искушает сомнение или ошибка. Я остаюсь верным и никогда не оставлю тебя. Я окутываю вас своим присутствием, где бы вы ни находились, множеством небесных армий, готовых помочь вам, даруя вам победу над любыми жестокими противниками, которые могут бросить вам вызов. Я дам тебе возможность провозгласить мое слово, и силы тьмы падут. Ваша жизнь, ваша семья, ваше здоровье, ваши финансы, все, кто находится под вашей крышей, почувствуют свободу и будут жить в победе. Ваш дом будет освящен моим славным присутствием, и сверхъестественные чудеса будут происходить ежедневно. Вас будут окружать семьи добросердечных людей, которые также будут благословлены вашим сострадательным духом. Я умоляю вас оставаться тем, кем вы являетесь, и не впадать в неверие. Ищите меня искренне, учитесь и развивайтесь, и погрузитесь в моего Святого Духа, который изо дня в день будет проявлять к вам мою привязанность. Прими мир, который укрепляет тебя, мое любимое дитя. Я люблю тебя всегда. Сегодня ты поблагодарил меня за еще один день жизни. Итак, чего же ты ждешь? Ничего не стоит разомкнуть губы и выразить свою благодарность своими словами. Я знаю ваши потребности еще до того, как вы их озвучите, так что просто доверьтесь и пойдите со мной. Проведите минуты спокойствия в тихом месте и подумайте обо всех причинах, по которым вы должны быть благодарны сегодня. Ваша жизнь, ваша семья, ваше здоровье, воздух, которым вы дышите, еда на вашем столе, убежище над вашей головой и моя сверхъестественная защита вокруг вашего дома. Ангелы-воины разбивают лагерь и стоят на страже, наблюдая за вашими мечтами, всегда готовые вступить в битву.
Есть множество причин, по которым вы можете чувствовать себя благословленными. У вас есть так много прекрасных мотивов, над которыми стоит размышлять каждый день, наполняя свой разум позитивом и открывая глаза на мою доброту на вашем пути. Это вселит в вас уверенность в том, что я держу вашу судьбу в своих руках. Я живу в благодарном сердце, которое признает свою зависимость от меня и ищет меня с верой и надеждой, зная, что оно обильно благословлено. Иногда я вижу, как ты переживаешь из-за жизненных событий, но это вполне естественно. Не волнуйтесь слишком сильно, ведь на вас лежит бремя вашей ответственности. Вы желаете, чтобы все шло хорошо, обеспечение наполняло ваш дом, здоровье вашей семьи и чтобы никто и ничто не нарушали мир и стабильность, которых вы так жаждете. Тем не менее, бывают дни, когда наступает тьма, и вы забываете быть благодарными. Враг шепчет, впрыскивая в ваш разум нечистые мысли, превращая беспокойство в страх, окружая вас ложью, превращая страх в тревогу и отчаяние. Я смотрю и жду, пока ты высоко поднимешь руки и произнесешь слова, которые заставят врага бежать. Поблагодарите за свою жизнь, свою семью, свое здоровье и все, чем вы являетесь и чем обладаете. Ваша искренняя вера и благодарное сердце служат щитом, сохраняющим вас во времена скорби. Когда ты пройдешь сквозь огонь неприятностей, я буду рядом с твоей кроватью, ожидая твоего пробуждения. Я хочу слышать твои первые слова каждый день, исходящие из глубины твоей благодарной души. Спасибо, спасибо за жизнь. Приходи ко мне сегодня, даже если ты плохо себя чувствуешь. Освободите бремя, которое вы носите внутри. Я возьму эти эмоции в свои руки, превращая их одну за другой, печаль в радость, раскаяние в покой, вину в надежду и ту тень депрессии, которая преследует ваши мысли и заставляет прислушиваться к голосам из прошлого, которые все еще обманывают вас. Я искореняю эту депрессию навечно. Я всемогущий Бог, а ты мое любимое дитя, которое слушается меня, верит и преданно следует за мной. Сегодня я дарую вам свободу от всех душевных страданий силой моей пролитой крови. Исцеление и святость придут, когда я услышу мой голос. Полное здоровье с головы до пят, ваше прямо там, где вы стоите. Поднимитесь, поднимите свои надежды с земли и идите вперед. Присоединяйтесь ко мне на этом пути, ведущем к вершине победы, месту вашего триумфа. Эмоции, которые я сею в вашем сердце, запечатываются моим Святым Духом. Благословение, которое я представляю вам, является подлинным и истинным. Вы получаете это, пока верите в меня и мое вечное слово. Вы не ошибаетесь, когда открываете свое сердце своему Небесному Отцу, который любит вас безмерно. Могучие и чудесные чудеса ждут на горизонте всех, кто прислушается к моим словам и осмелится верить со смирением и простотой, признавая свои ошибки, оставляя зло позади и решая неуклонно идти вперед, не оглядываясь назад. Я люблю тебя, мой любимый ребенок.
Я жажду исцелить тебя, разорвать твои цепи и уничтожить все проклятия и заклинания, которые поймали тебя в ловушку, обманом заставив тебя поверить, что кто-то в этой вселенной обладает большей силой, чем я. Это ложь лжи. Небо и земля содрогаются от звука моего голоса, и силы зла рушатся передо мной. Никто в этом мире, будь то человек или духовный человек, не может противостоять вам, причинять вам вред или причинять вам какой-либо ущерб. Потому что ты не одинок. Мои руки обнимают тебя, моя святость окутывает тебя, и сила моей крови защищает тебя день и ночь. Нет больше печали, нет больше боли, нет больше слез отчаяния. Примите и ощутите мир и счастье, которые я дарую вам в этот самый момент. Скажи мне, что ты это получаешь. Заявите о своей вере в меня, преклоните колени и выразите благодарность за любовь и чудеса, свидетелями которых вам предстоит стать. У меня для вас хорошие новости, которых вы с нетерпением ждали. Я решу все затруднения, которые тяготят твою душу. Я благословлю вашу семью, ваше здоровье и ваши финансы. Вы вступаете в период выздоровления. Будьте внимательны, потому что я буду направлять вас и давать инструкции обо всем, что вам нужно делать, чтобы ничего не потерялось и все процветало. Дайте мне время и обязуйтесь преклонить колени и вернуться к своему слову. Решите раз и навсегда доверить мне свои страхи и бремя, укрепить свою душу своим присутствием и услышать мой голос в своем сердце. Наполненный любовью, я хочу вести вас по пути восстановления, чтобы вы могли вернуть все, что было потеряно. Я хочу держать вас за руку на пути к миру и спокойствию, чтобы вы могли вновь обрести то счастье, которого так жаждете, и оставить позади проблемы, которые когда-то казались непреодолимыми. Я желаю освободить вас от тревог, которые преследовали вашу жизнь, удалить эти страхи из вашего разума. Не цепляйтесь за них, не скрывайте их. Я больше не хочу, чтобы страх заставлял вас делать неправильный выбор. Вы заплатили высокую цену за свои ошибки, но сегодня это закончится. Я прощаю твои грехи, я очищаю твою душу. Бремя, которое вы несете, разрушает чувство вины и неуверенности, останется позади. Мое желание, мое любимое дитя, благословить твою жизнь. Мои планы и цели направлены на ваше благо и благополучие. Не все будет легко, и иногда вам придется побороться. Но я буду рядом с тобой, укрепляя твой дух до самого конца. Если вы верите, заявите об этом «Я верю». Если вы приветствуете меня в своем сердце, объявите об этом «Я открываю вам свое сердце». Если вы позволите мне управлять вашей жизнью, провозгласите «Мой Бог, Ты мой Царь и мой Господь». Когда бы ты ни пришел ко мне с просьбой о чем-нибудь, приходи с уверенностью, мое дорогое дитя. Покажи мне свою веру, потому что твоя благодарность – самый прекрасный подарок, который ты можешь предложить. В этот священный момент, который мы разделяем вместе, не приближайся ко мне со страхом, потому что я никогда не отвергну тебя.
Твои грехи смыты, заплачены моей драгоценной кровью. Вам не нужно стыдиться, когда вы входите в мое присутствие. Даже когда ты был далеко от меня, забытый, я проявил к тебе свою милость. Я послал 1000 ангелов, чтобы спасти тебя из лап зла, устранив все препятствия на твоем пути, чтобы ты мог найти дорогу обратно ко мне. Ты вернешься завтра, любимый. Принесете ли вы мне добрую весть о чудесах, которые вы открыли, и об изменениях, происходящих в вашей жизни? Вы подтвердите свою преданность, и я буду рад услышать ваш голос. Но помни, я привел тебя сюда, чтобы изменить твою жизнь. Я желаю видеть вас свободными от ненависти, презрения, печали и отчаяния. Слушай внимательно, дитя мое. Поверите ли вы мне или тем, кто ставит препятствия на вашем пути, требуя совершенства, в то время как сами запятнаны грехом и порочными помыслами? В этом мире никто не может похвастаться совершенством передо мной. Не позволяйте вашей вере поколебаться из-за тех, кто закрывает двери перед вашим лицом. Здесь вас глубоко любят, и есть только один истинный путь, открытая дверь, через которую вы можете шагнуть и принять вечную жизнь, полное счастье и вечную радость. Здесь со мной ты всегда найдешь любовь, принятие и чистую святую привязанность. Приходите смело, день и ночь, чувствуете ли вы себя плохо, считаете ли вы, что потерпели неудачу, или чувствуете знакомую слабость, которая когда-то привела вас к пороку, ошибке и греху. Здесь тебя обнимают, как бы ты ни пришел и в какой ситуации не оказался. Я слышу твою покаянную молитву и предлагаю тебе еще один шанс. Если ты принимаешь мое прощение и хочешь начать все сначала, приди и отдай свое сердце. Никаких объяснений не требуется. Я понимаю твою потребность в моей любви, и я здесь люблю тебя. Доброе утро, мой любимый. Как самочувствие сегодня? Расскажи мне все, ведь наш разговор останется конфиденциальным. Излейте свое сердце, отпустите то, что вас тяготило. Услышав мое могущественное слово, моя исцеляющая рука коснется твоей души, принеся утешение твоим заплаканным глазам и разорвав цепи. Это связывает вас, те эмоции, которые пронзили ваше сердце, как стальные гвозди. Только благодаря моей силе они могут исчезнуть. Я желаю, чтобы ваш мир вернулся, чтобы ваша вера возродилась, и чтобы вы снова воспарили, чувствуя ту же страсть, которая у вас когда-то была, взлетая высоко, чтобы достичь своей мечты. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Крайне важно ежедневно входить в мое присутствие. Вместе мы с вами перепишем темные главы вашей жизни и напишем новое повествование. Я хочу, чтобы ты увидел себя таким, какой ты есть на самом деле, любимым мной, торжествующей душой, которая каждый день просыпается с убедительной причиной жить. Ваши потери не являются препятствием для повторного обретения счастья, признания того, что вы являетесь великим благословением для многих, способным предложить значительную поддержку. Вы держите в руках множество семян, готовых к посеву.
Прежде чем лечь на плодородное поле, встаньте и понаблюдайте. Ваша семья нуждается в вас, многие сердца, большие и маленькие, смотрят на вас снизу вверх. Враг беспрестанно мучил тебя, пытаясь подрезать тебе крылья и заключить в темницу горечи. Оно почти убедило тебя в том, что ты бесполезен, нанося раны, которые казались незначительными, но медленно кровоточили твое сердце. Ты чуть не заблудился, но внял моему слову, проявил чуткость, признал свои ошибки и покаялся в своих грехах. Ваша покаянная молитва была прекрасным приношением, совершаемым в небесных царствах. Вернувшись сегодня домой, подпитываемые пламенной и активной верой, вы прокладываете свой путь в битве за жизнь. Я радуюсь вашему доверию, вашей готовности поделиться своими сокровенными мыслями и переживаниями. Вы снова ощущаете радость жизни. Тем не менее, в вашей душе все еще есть скрытые глубины, которые необходимо исследовать. Общение со мной каждый день придаст вам сил, углубит вашу веру и поможет вам остро осознать, как я снимаю бремя с ваших плеч. На душе твоей станет светло, и счастье наполнит твое существо. Ты услышал мой голос, теперь поговори со мной. Не стесняйтесь раскрыть все, что живет в вашем сердце, потому что я глубоко дорожу вами. Я очень рад видеть вас здесь, вы приходите, чтобы получить ласку и напитать свой дух моими словами, и это поистине чудесно. Вы уже заметили изменения внутри себя, но беспокойство остается. Вот почему я здесь. Это правда, что определенные обстоятельства могут беспокоить вас, заставляя ваш разум метаться мыслями, которые крадут ваш покой. Но помните, каждое утро вы можете приходить к молитве и находить решение, вступая в свой день со счастьем, необремененным бременем, которое вам больше не нужно нести. Подумай, дитя мое, подумай. Сосредоточьтесь на вопросах первостепенной важности. Тебе не нужно беспокоиться о вещах, которые никогда не произойдут, пока я твой опекун. Не бойся, я всегда рядом с тобой. Я люблю тебя и присматриваю за тобой, гарантируя, что у тебя есть все, что тебе нужно. Примените свою веру в действие и поднимите свой дух. Приди ко мне, станешь ли ты на колени, сядешь или ляжешь на кровати. Закройте глаза и с благодарностью в сердце выразите благодарность за свою семью, свою работу, свое здоровье. Иногда вам даже не нужно спрашивать, но я рад вашей просьбе и хочу, чтобы вы просили с непоколебимой уверенностью. Мои уши настроены на твой голос, и мои ангелы с нетерпением ждут твоих просьб. Они были созданы, чтобы подчиняться моим приказам и служить вам. Ты мое дитя, и я наполняю твою жизнь благодатью, осыпаю тебя милостями. Действительно, вам следует спросить у меня, так спросите. Не бойтесь просить лучшей пшеницы, меда из скалы, открытия небесных окон и изобилия благословений. Упражняйте свою веру. Я обладаю силой сдвинуть горы печали, разрушить препятствия зла и разрушить цепи греха, порока и разрушительных привычек.
просите у меня всего хорошего, милого, доброго и возвышающего. Даже когда задача кажется непреодолимой, способствует ли она твоему вечному росту и земному благополучию, спроси меня. В подходящее для меня время, с безграничной любовью, я отвечу. Я понимаю ваши испытания, ваши тревоги, ваши желания. Я полностью осознаю твои слезы, твои минуты уныния и одиночества. Вот почему я никогда не отпущу твою руку. Я понимаю, что сегодня ты снова нуждаешься во мне. Не так давно вы были полны печали и отчаяния и кричали: «Боже, где ты?». Сегодня я предлагаю вам этот знак того, что я действительно слышу вас и внимателен к вашим потребностям. Я слушаю вас и демонстрирую это. Хотя я пока не могу говорить яснее, этот момент наступит. Настойчиво молитесь, ощущайте мое присутствие рядом с вами и старайтесь узнать меня лучше. Я твой Отец, и моя любовь непоколебима. Доверьтесь мне, ибо я не обманываю. Я нежно люблю тебя и желаю твоего благополучия, твоих сил, твоего наслаждения каждым днем. Я дарую тебе силы, твою решимость, готовься к этому путешествию. Вот почему я буду продолжать ободрять вас словами вдохновения и посланиями любви. Я буду вкладывать это послание в ваше сердце каждое утро. Это ваше время, ваш момент настал. Вы рождены, чтобы добиться победы. В мои намерения никогда не входило, чтобы вы жили в поражении или унынии. Я знаю, что некоторые из вашего окружения критиковали вас, заставляя вас чувствовать себя неадекватным, неудачником и неудачником. Они утверждают, что вы никогда не добьетесь успеха. Однако их бесполезные слова не имеют силы и не изменят вашего пути. Победа в ваших руках. Сегодня я твой источник надежды. Все негативные мысли, весь пессимизм, всякое чувство неполноценности рассеются. Мое святое слово исцелит вас, придаст сил, вдохновит вас и возродит вашу радость. Это наполнит вас свежими мечтами. Таким я хочу видеть тебя с той прекрасной улыбкой, которую ты носишь сейчас, с сердцем, переполненным радостью. Ваша жизнь не заканчивается. Ваш путь долг, но он полон восхитительных сюрпризов и добросердечных людей. Ответь мне, заяви о своей вере в меня, заяви о своей ценности и возьми меня за руку, никогда не отпуская. Я обещаю любить тебя безоговорочно и заботиться о тебе. Священная любовь, которую я дарую тебе, неоспорима. Сегодня я посещу твою обитель и изменю твою судьбу. Ты обратился ко мне в молитве с верой и искренностью, и именно поэтому я пришел спасти тебя. Я обладаю силой и горю желанием использовать ее. Ключ к чудесам лежит в вашей вере. Тем не менее, я также дорожу тобой, и независимо от твоих обстоятельств, я всегда буду рядом с тобой. Ты страдаешь и нуждаешься в моей помощи, моей любви, которая успокаивает и исцеляет без осуждения.
Мое нежное присутствие обнимает тебя молча и без упрека. Тебе нужно мое слушающее ухо, которое терпеливо и без перерыва выслушивает каждое твое слово. Говори правду, дитя мое. Ты тоскуешь по мне, и это факт. Ваши собственные силы достигли предела. Сейчас самое время признать свою потребность. Я понимаю, что вы и ваша семья путешествуете по суровой пустыне, где изоляция убивает надежду, а ваша душа жаждет любви среди пренебрежения. Путешествие тяжелое, а горячие камни заставляют вас кричать от боли. Я понимаю твои чувства. Трудно продолжать идти, полагая, что даже среди этих страданий моя рука поддерживает тебя. Тем не менее, я пришел, чтобы защитить вас от врагов, которые нападают на вас и причиняют вам вред. Все, что вы переносите сегодня, это процесс очищения. Подобно тому, как золото сияет только тогда, когда оно проходит через огонь, так и вы будете сиять, очистившись от негативных черт, которые все еще сохраняются внутри вас. Я хочу, чтобы вы отпустили гнев, тщеславие, страх, сомнения и недостаток веры. Никогда не оглядывайтесь назад, потому что ничто из вашего прошлого не может сравниться с радостью, которая ждет вас впереди. Я желаю, чтобы вы искали в своей жизни как маленькие, так и значительные блага, путешествовали с чистой совестью, неся в своем сердце мои добродетели. Вы имеете неизмеримую ценность, ваша семья бесценна, и ваше будущее имеет большую ценность, чем деньги, имущество, дома, профессии, работа, слава или популярность. Не бойтесь потери материальных благ и не лейте из-за них слез. Расставьте приоритеты в том, что действительно важно. Я прихожу к вам с сердцем, полным любви и заботы. Я хочу быть рядом с вами, направлять вас и удовлетворять ваши потребности. Ищи меня изо всех сил, ибо я твой кормилец. Сегодня я хочу даровать вам благословения, в которых вы нуждаетесь, и наполню вашу жизнь истинным изобилием. Я обещаю открыть для вас много дверей и предоставить вам хорошие возможности. Благословения прольются на вас обильно, как нежный дождь, питающий землю. Обращайте пристальное внимание на то, что происходит вокруг вас, даже когда вы сталкиваетесь с препятствиями, которые могут показаться непреодолимыми. Помните, я могу превратить самые сложные ситуации в возможности для роста и изобилия. Получая мои дары и таланты, ищите руководство в моих словах. Используйте их, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь окружающих вас людей. Но не поддавайтесь соблазну материальных благ или искушению славы. Не обременяйте себя лишними долгами для суеты. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и позвольте своей духовной жизни подняться на еще большую высоту. Я приглашаю вас извлечь уроки из моих слов и углубить вашу связь со мной. Я открою много чудес в твоей жизни, если ты откроешь свое сердце, чтобы принять их. Берегите свое здоровье и семейное дело. Не откладывайте на потом, ибо я дал вам силу и разум для разрешения различных ситуаций.
Сегодня я не хочу, чтобы вы были сбиты с толку в последний момент или рухнули от разочарования. Поднимитесь, будьте мужественными и действуйте решительно, ибо вы ничего не потеряете, следуя моим указаниям, даже если столкнетесь с противодействием или сопротивлением со стороны других. Если вы стремитесь улучшить свою ситуацию и сделать правильный выбор, отдайте их в мои руки. Молитесь за них, но не поддавайтесь их советам и жалобам. Те, кто выбирает пути, ведущие во тьму, не могут предложить вам настоящую помощь. Знай, что я с тобой во всем, но прошу тебя поставить меня на первое место в своем сердце. Поступая так, я не только помогу вам, но также принесу вам процветание и подарю вам благословения, которые более драгоценны, чем золото. Даже в минуты усталости и отчаяния я возродю твое желание жить, укреплю тебя и подниму из пепла. Окружающие вас и будущие поколения станут свидетелями обильных благословений, которые я даровал вам. Я одену тебя в честь, очищу твои пути и наполню твой дом своей славой. Верьте моим обещаниям, ибо они обязательно сбудутся. Дитя мое, я глубоко люблю тебя и очень хочу войти в твой дом и сотворить великое чудо в твоей жизни. Я здесь, у двери, зову тебя. Вы откроете дверь и позволите мне сделать что-то новое, чудесное, мощное и сверхъестественное в вашей жизни. Я вижу вашу ситуацию и никогда не позволю дефициту проникнуть в ваш дом. Мое прикосновение к вашей семье принесет царство благословений, которые будут питать ваш дом на долгие годы вперед. Ты был верен мне долгое время. Вы молились, постились, плакали и ставили меня на первое место во всех своих действиях и мыслях. Приближается время пожинать плоды вашей верности. Я наполню ваш дом изобилием, счастьем, смелостью и здоровьем. Будьте уверены, все, что я вам обещал, я выполню. Подготовьтесь к великим переменам и не цепляйтесь за пути прошлого, наполненные беспокойством и разочарованием. С моим благословением приходит мудрость, сила и способность принимать мудрые решения, чтобы позаботиться о том, что я вам доверяю. Будьте благодарны и доверяйте, ибо я преобразовываю вашу жизнь, и вскоре у вас появится много возможностей. Вы уже давно посеяли в своем сердце семена веры, даже среди больших трудностей и испытаний. Ты никогда не сомневался в моей силе и никогда не сомневался в моем присутствии рядом с тобой. Вот почему вы победили, и именно поэтому я помог вам. Сегодня я заставлю эти семена принести обильные плоды в вашей жизни и жизни тех, кто вас окружает. Награда за вашу верность уже близка, и то, что я принесу в ваш дом, намного больше, чем вы можете себе представить. Вы заслуживаете лучшего и большего. Ваша вера драгоценна, а ваше смиренное и простое отношение приведет вас далеко. Готовьтесь, ибо я открою новые двери, а вам откроются новые горизонты. Изобилие войдет в ваш дом. Я люблю тебя, мой ребенок. Как вы сегодня? Никакая проблема не одолеет вас, пока вы остаетесь стойкими в вере,
зная, что ваше будущее в моих руках. Все ваши припасы исходят от меня. Я тот, кто благословляет твою жизнь. Оставайся рядом со мной, найди убежище в моих любящих объятиях. В минуты тревоги приди ко мне, и ты обретешь покой. Не позволяйте врагу обмануть вас, заставив думать, что ваши проблемы непреодолимы. Моя сила в сочетании с твоей верой огромна. Доверьтесь мне, а не путям мира сего. Ваша сила исходит только от меня, и я единственный, кто может поддержать вас, укрепить вас, расширить ваше видение и увеличить ваше счастье. Когда твоя вера ослабнет, вспомни времена, когда ты взывал ко мне от боли, когда ты чувствовал себя покинутым. Я пришел, чтобы поднять тебя, показать, как сильно я тебя люблю, и с тех пор продолжаю это демонстрировать. Не сомневайтесь сейчас, когда вы так близки к осознанию многих вещей. Сейчас не время останавливаться или позволять сомнениям омрачать ваши мысли. Когда в прошлом возникали проблемы, это часто происходило потому, что вы действовали, не думая, не размышляя, не молясь. Ты хотел дистанцироваться от меня, но я никогда не дистанцировался от тебя. Итак, вверьте все свои тяготы в мои руки, и пусть ваша душа будет спокойна. Сегодня я наполняю ваше сердце смелостью, чтобы вы могли идти туда, куда вам нужно, говорить с теми, с кем вам нужно поговорить, и отстаивать то, что правильно. Я буду с тобой, и твои мечты сбудутся. Я твой всемогущий Бог, и со мной у тебя есть все. Я люблю тебя, и я здесь. Вы взывали ко мне в моменты отчаяния, и я здесь, чтобы утешить вас и ответить на ваши молитвы. Ваша непоколебимая вера и ваши сердечные молитвы драгоценны для меня, и я обильно благословлю вас. Я знаю ваши нужды еще до того, как вы их произнесете, но мне приятно слышать ваши молитвы, ибо они подобны сладкому курению, которое поднимается к небесам и касается моего сердца. Ваша сильная, непоколебимая вера и знание о моей любви к вам должны принести мир в ваше сердце. Ваши молитвы будут услышаны, и вы и ваша семья больше не будете страдать от подобных проблем. Я дарую тебе мудрость, и твоя проницательность станет сильнее. Имейте веру, двигайтесь вперед и ищите благословений, которые я приготовил для вас. Я положу в ваше сердце имена людей, к которым вам нужно обратиться. Возможно, вы давно не видели их и не разговаривали с ними, но я посылаю вас к ним, потому что через них я благословлю вас. И вы также будете ответом на их молитвы. Вот как я работаю, дитя мое. Мои благословения предназначены для всех, кто верит в меня и ищет меня с искренним сердцем. В вашей жизни открывается великая дверь, настолько огромная, что вы должны оставаться смиренными, чтобы защититься от гордыни в будущем. Откройте свою Библию, погрузитесь в мое святое слово, и пусть ваша вера продолжает крепнуть. Почувствуйте, как растет ваша уверенность. Приходите и слушайте меня каждое утро. Откройте свои уши, цените слова, которые я говорю вам,
и держите мои обещания близко к сердцу. Ваши молитвы, если они возносятся искренне, имеют огромную силу. Продолжайте молиться так, мои возлюбленные, потому что, когда вы чувствуете себя заземленными, вы действительно касаетесь небес своим прекрасным отношением. Моя рука с любовью ласкает твою голову, и все небеса вторят «Аминь» твоим сердечным молитвам. А теперь, дитя мое, иди и встречай свой день смело. Мои ангелы сопровождают тебя, и моя любовь окружает тебя. Я тебя люблю.